Ну, переходим к выступлению. Уважаемые участники, прошу соблюдать регламент. У нас уже за рамки вышло 5 минут. Предложение сформулировать коротко, четко, ясно, именно на основе вот проекта наших рекомендаций. Да, Иван Иванович, пожалуйста, начинаем. Спасибо. Ну, еще раз повторяюсь, вопрос актуальный. У меня вот 2 предложения, да? Первое предложение, я всегда вот и в прошлом году, когда вот программы принимали, это говорил, и бюджет, когда рассматривали, тоже говорил. Нам вот мешает слово квотирование. Мы когда говорим квота, тогда мы ограничиваем, значит, рост продукции, экономики и так далее. Это слово сдерживает и племенное дело, и вообще весь процесс. Люди не заинтересованы, значит, развивать конкретно, значит, товарное производство с одной фуражной коровы, например, да. Не заинтересованы, значит, получение урожая с 1 гектара, потому что у них уже есть квота, они не могут себе позволить развиваться, потому что есть квота. Поэтому если мы слово уберем, квота, независимо от ЛПХ, КФХ, СХПК, рост будет. Все равно с одной фуражной коровы выше крыши не прыгнут, выше 5000 или 3000 в среднем по республике все равно пока на данном этапе не надоят. Поэтому вот предлагаю слово квота убрать. Тогда сами люди все сделают. Не надо там много законов принимать, не надо много там субсидий принимать. Все сделают сами. Они это умеют, они знают, как это делать. Прекрасно знают ситуацию, конъюнктуры рынка знают, поэтому все сделает. Это раз, да? И второе, значит, все-таки Минсельхоз республика на сегодняшний день слабый стал. Полномочий очень мало. Раньше вот в федеральном центре на сегодняшний день, например, департамент ветеринарии в составе Минсельхоза России входит. Поэтому я предлагаю, вот как-то надо усилить Минсельхоз, например, полномочий. Если Минсельхоз сильный будет, решаться многие вопросы будут. В том числе и ветеринарные, например, можно. Как пример. Раньше так же было. Все нормально работали, общий язык находили, трудились, общие интересы были, общие задачи были. И все работали нормально, и никаких вопросов не было. Сегодня ветеринар отдельно, производственник отдельно, раздрай. Поэтому я предлагаю вот руководству объединить вот эти структуры под началом Минсельхоза республики. Все, спасибо. Спасибо. Владимир Ильич Чигнаров, народный депутат, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Для развития подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, для развития животноводства, коневодства наши селяне очень зависят от корма, сенозаготовки. И мы вот последние годы в связи с пожароопасным сезонами, периодами активно используем искусственные вызывание искусственных дождей. И очень прогноз у нас ожидается очень засушливое лето. И в этом году тоже синоптики так прогнозируют. И очень это уже искусственные дожди, они как раз-таки для сена, для роста, показали эффективность. И поэтому, мне кажется, максимально надо этот механизм тоже использовать. Вызывание искусственных дождей, где особенно засушливые наши улусы, районы республики. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Так, Андрей Юрьевич, пойдем по порядку. Андрей Юрьевич Николаев, пожалуйста.
У нас есть вот хорошая программа, называется «Комплексное развитие сельских территорий», но почему-то она касается только села, да, ну, самого. Я бы хотел предложить, чтобы в нее вошли тоже на таком же формате софинансирования и так далее дороги до сенокосных угодий, Канибас, Сайлыков, а также ограждение этих угодий, чтобы ну, там, крупнорогатый скот туда не заходил. Вот, кажется. Все? Вячеслав Семенович? Товарищи, у нас в какой-то степени пошла подмена понятий. Да. Мы сегодня обсуждаем вопрос поддержки лично-подсобного хозяйства. А под лично-подсобным хозяйством на данный момент занимается кто? Учитель, врач, работник другой ЖКХ сферы и так далее. Сейчас вопрос стоит и люди, которые в возрасте, да, наши ветераны. Соответственно, у нас вопрос стоит, вот как их поддержать. Да, а мы сейчас заключаемся, да, вот, мы упор делаем на том, что мы людей, которые занимаются ЛПХ, чтобы они переходили к кооперации. Соответственно, вот в нашем раздаточном материале тоже вот рекомендация записана о том, что проводится помощь вот этим людям, чтобы они все-таки создавали сельхозкооперативы. Тогда необходимость создания или поддержки ЛПХ, работы вот этого закона, который было нам как бы объявлено вот, обзор этого закона, как этот закон работает. Поэтому вокруг этого надо было разговаривать. Поэтому, когда я вопрос задавал по поводу мелиорации, как мы поддерживаем людей, которые занимаются вот тому же врачу, тому же учителю, тому же работнику ЖКХ и тем же пожилым людям, которые работают, вот, хотят содержать свою вот, эту корову, свинью и так далее. Вот об этом надо было говорить. Мы же об этом обсуждаем. Поэтому, когда мы говорим вот лично-подсобное хозяйство, мы должны понимать о том, что сейчас на данный момент личное подсобное хозяйство люди забивают корову. Почему? Почему? Потому что у них нет поддержки от государства. Никакой почти, почти вот в деревне бываем, старые люди говорят, да вот, ввиду возраста забиваем корову, потому что дети уехали в город сейчас. А в целом, если мы поддерживаем вот личное подсобное хозяйство, должна быть целая государственная политика, которым тут наши товарищи задавали, тот же аграрные агрошколы, та же эта самая работа по пропаганде, агитации, даже если на то пойдет, по поддержке лично подсобных. Потому что мы должны понимать, что человек, тем более на деревне живущий человек, все равно мы, тем более без Сахалар, должны содержать корову. Это наша история, это наше все. Поэтому в плане того, что без государственной поддержки, а не только вот так один раз обсудили что-то, приняли, а закон так и вот, закон принят в 2000 году, она как таковой не работает, потому что уже приняты эти законы, которые там по увеличению молока принимаем только у этого, как бы, товаропроизводителя крупного, это мясо то же самое и так далее. Сейчас вхождение в БТО России, у нас регламент молока, технический регламент мяса и так далее. Вот эти все, которые не способствуют поддержке ведения личного подсобного хозяйства. И вот сегодня тоже сказали о том, что нет земли в деревне. Все раздали в свое время, то, что было советское, совхозное, общенародное, все раздали, а сейчас не можем это самое поддержать те же людей, которые хотят заниматься личным подсобным хозяйством. Соответственно, я вот, Андрей Михайлович, по рекомендации сейчас говорить или потом будет? Да. Сразу говорить. Поэтому по рекомендации хочу заметить, вот в этом, в нашем рекомендации, где мы обсуждаем поддержку лично подсобного хозяйства, слово о том, что надо переходить к кооперации, не надо вашу, убрать надо это. Или мы хотим, чтобы они все-таки личное подсобное хозяйство уничтожили и все перешли это самое. У них не было личного подсобного хозяйства, что ли, хотим. И потом вот по показателям, которые нам были предоставлены, показатели по ЛПХ очень слабые. Нету это самое. Ну, а тут рекомендации, вот, которым мы не даем анализ, это хорошо или плохо. Да, поэтому я предлагаю все-таки пересмотреть в этом плане. И по части того, что даем рекомендации правительству, там, Министерству сельского хозяйства и так далее, все-таки надо упор делать как бы, на личное подсобное хозяйство, конкретно.
а не, как бы, не завуалировать и так далее, разным кооперативам и так далее. Мы же обсуждаем ЛПХ же, правильно? Все, спасибо. Спасибо, Вячеслав Александрович. Ну, я сразу даю справку, что если вы внимательно слышали, то Михаил Викторович дал нам информацию постатейно, как вот исполняется. Андрей Михайлович, я внимательно все слушал, Да, поэтому закон о меня личном комментировать не подсобном надо. хозяйстве. Нет, Да. вот вы предложили в рекомендациях, поэтому глава 5 «Государственная иная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство», здесь статья 13, пункт 3. Именно здесь черным по белому написано, что содействие деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов по совместному использованию сельскохозяйственной техники, обработки земли, переработки, сбыта, заготовки сельскохозяйственной продукции, агросервисного обслуживания кредитных кооперативов. И поэтому вот включили в проект рекомендаций вот данный вопрос. Так, пожалуйста, Федосия Васильевна. Проект рекомендаций, я вот то, что сказала, предлагаю совместно Министерству сельского хозяйства, совместно с Министерством образования и науки принять меры по господдержке агропрофилированных школ. Они сегодня не организованные, а хозяйство не держит. И второе, вот по части скороспелки, да, проработать организованное обеспечение. Сегодня каждый как может, как умеет и доставлять эту скороспелку с большими расходами на транспортные и так далее, да. Если Министерство сельского хозяйства будет, ну, я не знаю, за счет каких-то этих проектов поддержать именно централизованное, ну, то есть организованное обеспечение скороспелками. Спасибо. Спасибо. Ну, к нашему вопросу вот агрошколы отношения сейчас вот по ЛПХ, по закону ЛПХ имеют, не имеют, но мы обсудим ваши предложения. Хорошо, Федосия Васильевна. Ну, других площадок, конечно, много. Вот по обсуждению именно поддержки агрошкол. Так, Михаил Семенович, пожалуйста. Я сперва по тем вопросам, которые задавал. Ну, рекомендация не должно быть таких слов общих. Можем, могут, рассмотреть, рекомендовать и так далее, и так далее. И, Тюмень, хотя бы примите вот в этом парламентском слушании на себя обязательства. Российское законодательство по личным подсобным хозяйствам гласит, что ветеринарное обслуживание может быть бесплатным. Поручайте комитету, чтобы законодательную инициативу подготовили на уровне Государственной Думы, чтобы эта бесплатность по ветеринарному обслуживанию реально работала конкретно по этому категорию, по личным подсобным хозяйствам. Второе. По организационно-правовым нормам. Ну, пора упорядочить, наверное, что такое кооперативы и кем являются фермеры по закону, кто такой индивидуальный предприниматель, и не ограничиваться только этим законом о личных подсобных хозяйствах. Пора узаконить личное подсобное хозяйство. Пора понять, что более половины скота находится именно в личном подсобном хозяйстве. А при своем выступлении я сказал, фермер, индивидуальный предприниматель стал на самом деле тоже личным подсобным хозяйством. 75% скота сельхозугодий имеется у этих организационно-правовых хозяйствах. Пора учитывать, что имеем на самом деле. А эти вот фермеры, индивидуальные предприниматели и личное подсобное хозяйство, они уже давно не верят государственному органу Республики Саха-Якутия. Им не нужен ни Ильдархан, ни госсобрание, ни правительство. Они сами по себе. У них отличная самоорганизация. Установите закупочную цену, не играя каждый год, там, полемизируя и создавая в сельхоз только субсидии. Субсидии – это даже по теории, по экономическим теориям. Вот рядом со мной Валерий Никентьевич, руководитель университета. Он скажет, если никто не знает в этом зале. Это помощь. А закупочная цена, когда будет устанавливаться, и республика будет заниматься реальной экономикой. Себестоимость, рентабельность и так далее. Будут работать ученые конкретные и институты, ЯНС, Академии Республики и так далее.
Сегодня мы даже не стартовали по этим вопросам. Поэтому надо конкретно вот в этих рекомендациях брать на себя обязательства. Отдельно Государственное собрание Тюмень и отдельно правительство. И поручайте кому угодно. Министерству, департаменту ветеринарной службы, по тем хозяйствующим субъектам, по мелиорации, по земледелию и так далее, и так далее. И последнее. Тут регламент ограниченный. Что является основным средством сельскохозяйственного производства? Это сельскохозяйственная земля. А что происходит у нас в республике? Далеко не надо ходить. Что стало сельхозугодиями совхоза 50 лет октября, ныне Хатарский? Все ушли под усадьбы. А эти были передовые хозяйства. Вот Тулагина и Хатарцы. А что сделали? Хотя есть конкретный закон, что ни в коем случае не должны переходить сельскохозяйственные земли на другие категории, в том числе под усадьбы. И тут не только дорабатывают, вообще отпустили руки, и государственные органы не занимаются, не заставляют работать тем или иным министерством по основному средству. Земля уходит от нас, а без земли что делать-то? По Кангаласскому району вот расширяется Бестяк, и тоже уходят сельскохозяйственные земли, уже претендуют. А правительство и Тюмень ничего не могут делать. Поэтому вот одна единственная отрасль, которой непосредственно обязаны заниматься государственные органы Республики Саха-Якутия. Образование обеспечивает Российская Федерация, здравоохранение под эгидой Российской Федерации, промышленность давно ушла от нас, от нашей республики. Одна отрасль осталась, о котором должен изо дня в день и независимо от сезона, годового сезона и от климатических природных условий правительство и государственное собрание непосредственно занимаются этим вопросом. Это прямая обязанность, и это давно поручено субъектам, в том числе нашей республики. Именно субъект должен заниматься сельским хозяйством, а мы ничего не делаем. Отчитываемся только, информируем, не отчитываемся о сокращении товаров, сельскохозяйственных товаров. И говорим, что там что сделали, это сделали и так далее. Поэтому пора конкретно работать по развитию сельского хозяйства, если мы не хотим уничтожить эту отрасль. Все у меня. Так, Николай Андреевич Барамыгин. Добрый день. Референт аппарата первого президента, государственного советника Михаила Фомича Николаева, Николай Барамыгин. Вначале я хотел бы поблагодарить Алексея Ильича, Андрея Михайловича и Михаила Викторовича за организацию парламентских слушаний по закону. Хотел бы напомнить слова главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева в своем ежегодном послании в декабре 2022 года. Еще один вызов сегодня – это продовольственная безопасность. И Минсельхоз Республики сейчас должен действовать как штаб обеспечения продовольственной безопасности. И в этой связи я хотел бы все-таки как-то надо усилить в наших рекомендациях, что у нас есть закон об ЛПХ, да? В наших рекомендациях просто написано продолжить и принять дополнительные меры. Должны быть какие-то подзаконные акты, какие-то нормативы, какие-то решения правительства, которые касаются личных подсобных хозяйств. Тем более, как уже предыдущие выступающие, и Михаил Викторович в своем докладе отметил, что практически больше половины сельхозпроизводства до сих пор производится в личных подсобных хозяйствах. Потому что во всем мире идет продовольственная инфляция, цены на продукты растут не только у нас в России, не только у нас в Якутии. Наглядный пример, масло от 500 рублей выросло до 1250, в 2,5 раза за 3 года.
после реформы. Вот, и хотел бы напомнить предложение первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Вот он написал статью о пространственном развитии и территориальном управлении в контексте народоразбережения в Республике Саха. Вот мы с Михаилом Викторовичем обсуждали в свое время. Вот там он предлагает сделать упор на усадебное хозяйство. То есть личное подсобное хозяйство, он смотрит более шире, не только вот на выращивание крупного рогатого скота, да, но и на весь комплекс той продукции, которая сейчас вот наше население берет со своего приусадебного участка, со своего личного подсобного хозяйства. То есть надо учитывать в этих законах и подзаконных актах и тех наших граждан, которые имеют дачи, вот в городе Якутске, те, которые имеют приусадебные участки. Вот. И самая главная проблема для них – это сбыт, заготовка и переработка продукции. То есть нам надо, чтобы правительство занялось и муниципальное образование занялись этим вопросом, чтобы наше население могло реализовать свою продукцию. Вот в Чоропчинском улусе в 2020 году, после начала пандемии, вот, и так же, как в Намском улусе, они возобновили как бы помощь семейной экономике и начали массово помогать населению выращивать сельхозпродукцию, в том числе вот по огурцам. И когда вот я выезжал в Чоропчинский улус, там сказали, что в Чоропче, где никогда никто не выращивал огурцов, да, сейчас сказали полное затоваривание, и встал вопрос переработки, то есть скупки у населения и переработки этих огурцов на зиму. Вот. То есть вот этот вопрос сейчас очень остро. И второе, Михаил Ефимович в ноябре прошлого года написал статью с благодарностью вот населению республики, где напомнил задачу о скороспелом производстве. Куры, гусей, утки, индейки, поросята. Вот, ну и, конечно, вот отчет очень хороший. 60 кур в один улус, 50 кур во второй улус, 10 свиней в третий улус. Но Михаил Ефимович говорит, надо вопрос ставить массово. И вот как вы уже говорили, вот надо производство, чтобы было массовым, и надо снабжать десятками тысяч, чтобы там у нас Михаил Ефимович предложил где-то 1 миллион единиц скороспелой продукции на республику. Вот, но в прошлом году правительство выделяло 600 миллионов рублей, вот, и куда эти деньги ушли, сколько скороспелой продукции было поставлено, но я думаю, эти 60 кур, они туда включаются. Да? Андреевич. И в завершение Михаил Ефимович предлагает все-таки разработать программу «Село среднего достатка», да, чтобы наши селяне могли получать доход в размере 2 минимальных размеров оплаты труда. Вот предлагаю вот это предложение тоже включить в наши рекомендации. Так, Августа Дмитриевна. Спасибо. Но я поддержу коллегу Барамыгина в том плане, что глобальный продовольственный кризис, который будет нарастать в мире, он актуализирует. И вы правильно сделали, что эту проблему поставили на всеобщее обсуждение. Мне бы хотелось, чтобы это было больным местом для каждого жителя республики. И неоднократно мы об этом говорим. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, Михаил Викторович, у правительства никто контрольные функции ведь не отнимал, да? Поэтому я считаю очень важным, потому что я уже, по-моему, 2-й или 3-й раз говорю о том, чтобы вы смогли бы заслушать информации администрации промышленных улусов о том, как они планируют, как они развивают, как они вообще в перспективе занимаются проблемами развития своего аграрного комплекса в целом. Понимаете, да? Потому что если на них не надавить, они так и будут сидеть и спать, как они сейчас это делают. Я вообще поразилась вчера, когда услышала, что в Хатастыре сегодня только 2 коровы осталось на всю деревню. А там 1500 почти человек живет.
И вообще в Алдане ведут речь о завозе сухого молока, когда раньше Алдан самообеспечивался этой продукцией. Вот, второе. Я бы очень просила вот эти улусы заслушать. Второе, о чем я хотела бы сказать, это надо бы учесть потепление климата, который также очень ускоренно сегодня идет, особенно в Арктике. Поэтому я уже однажды говорила, что надо поручить Институту научно-исследовательского сельского хозяйства и Министерству сельского хозяйства начать разработку осваивания сельхозугодий в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Потому что это очень долговременный процесс, разработка программы. Так ведь, да? И внедрение ее. Но там однозначно надо будет заниматься этими вопросами. И последнее. Вот меня удивило осенью о том, что в нашем аграрном университете вообще отсутствует подготовка сегодня, второй год, специальности ветеринария и зоотехния. Особенно в части оленеводства. Понимаете, вот? А? Восстановили? Осенью не было. А оленеводством, кстати, не занимаетесь. Не занимаетесь точно. И один специалист вообще по оленеводству ученый имеется. Спасибо. И это я написала там в бумажке. Да. Андрей Михайлович. Так, дальше идем. Сергей Иванович, пожалуйста. Да, у меня два предложения, и один вопрос, и один критика. Уже к выступлениям переходим. Да, нет. По поводу земли. Постановочный вопрос. По поводу земли. Я до конца скажи, Андрей Михайлович, я зря приехал, что ли, сюда. По поводу земли, да, мы инвентаризацию сделали по сельхозугодию, да, полностью в Верхнеуральске, и там много, конечно, вот сказано, по 90%, 80% ЛПК. Есть предложение выкуп, да, у частных. Некоторые в свое время, в 90-х годах, когда создавали фермерское хозяйство, и все сельхозугодия выданы фермерам. А некоторые фермеры здесь умерли, да? Земля пустует, они не косят, сам-то, да? Мы говорим 3 года. Последние годы не косят, и она так и остается. Из-за этого вот предложения вопрос о выкупе можно было бы передумать, государство выкупить и муниципальное образование в селе выдать, и потом на аренду. Это первое. Второе, по ЛПХ. Есть предложение по поводу ЛПХ 37 рублей. Мы хотим товарности. Давайте попробуем мясохозы, говорю, да? ЛПХ фермерам 5 голуб или 10 голуб, может, предоставим маслобойка маленький, который делается масло, да? И сыр. Тогда у нас было бы ЛПХ, они чем-то занимались. Сам деле, кто сдает, то сдает. Кто не сдает, все равно свои продукты делает и продает. Если мы сделаем маленький маслобойка, который не домашний, который сейчас в Германии каждый ЛПХ делается и продается, почему бы это не подумать? Так, вопрос по поводу табунка. Ставка 5000 стала одного бега, да? А я вот в этом году решил 3600 выдать, потому что меня не хватает. И на будущем в инвесте увеличится или нет на следующий год, потому что я второй год мне не хватает, в прошлом году 1000 не хватает, в этом году 1500 не хватает. И потом, почему не хватает? Потому что мы берем 3 года назад, средний. Уже 3 года прошло, а мы видим нарастающее. У нас увеличивается, а мы так и осталось. И третье, по поводу первого, когда вот я давал вопрос по поводу государственных предприятий и частных предприятий. Не частных предприятий, а маленькие и средние предприятия. Почему вы в вашем трибуну не указываете, которые вот предприниматели работают? Я всегда поддерживаю предпринимателей, да? И критика по поводу Туймада Холдинг. Он сейчас работает как колхоз. Мы столько денег выделяем государство, да? А Арсений Сергеевич говорит, что это финансовый институт должен быть. В 2019 году говорит. Это Туймада должна быть финансовый институт. До сих пор она как колхоз работает. Депутаты это знаете или не знаете, надо это
Как на этот вопрос ответить? Все, спасибо. Спасибо. Ну, подводим черту. Алексей Ильич, пожалуйста.